Враги ислама старались воевать с ним с давних пор. Они воевали с нашим пророком, мир ему и благословение, и отпугивали людей от него. Они пытались обезобразить образ ислама и пытались еще с давних пор внести раскол между мусульманами. Они пытались использовать одних мусульман, чтобы те нападали и сражались с другими. Разве вы не слышали, что сделали иудеи, когда они пришли на собрание племен Аус и Хазрадж, напоминая им о старой вражде, которая у них была в джахилии, чтобы они начали сражаться друг с другом? Разве вы не слышали, что сделал лицемер Абдулла ибн Убай ибн Салюль, когда он попытался возбудить между мусульманами вражду и войну? Они начали кричать: одни — мы ансары, другие — мы мухаджиры. И все это они пытались сделать только для того, чтобы разорвать ислам изнутри. И продолжают делать это сейчас. Враги ислама попытались разделить его целостность и разделить его сплоченность, чтобы потом победить его войной и обратить в бегство. И все-таки, если они побеждают в одной стране, то терпят поражение в другой. Если они отвращают людей от Корана в одной стране, то люди объединяются на нем в другой. Если они сдирают хиджаб в одной стране, то люди начинают соблюдать его в другой. Если им удается, чтобы люди оставили свою акиду и религию на определенное время, то мусульмане вновь возвращаются к ней, как только попадается удобный случай. Коммунизм боролся с мусульманами более 70 лет и убил более 20 миллионов человек из мусульман и не мусульман. И после того, как его столпы укрепились, через 73 года он пал, и мусульмане в России начали возвращаться к своей религии, к мечетям, и среди них появились ученые, поклоняющиеся и праведники. Они не могут сражаться с исламом такими методами. Они постарались привлечь на войну с мусульманами часть своей молодежи, используя их невежество, используя их пыл, возбуждая в них патриотические чувства, сея разного рода сомнения до тех пор, пока им не удалось использовать их для войны с мусульманами.